Глава Коми побывал в воинской части, где служат ребята из Республики Коми. Традиции губернатор придерживается 4-й год. На этот раз он посетил воинскую часть в городе Острогожск Воронежской области. Это учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. Там сегодня более 70 ребят из Коми. Константин Куратов сообщает подробности. В год здесь выпускают около 3000 курсантов, рассказывает Вячеславу Гайзеру командир учебного центра автобронетанковой службы Сергей Приймак. Новобранцы обучаются по 4 месяца, потом их распределяют по всем родам войск, от пехоты до ВДВ. Везде, где используется техника, колесная или гусеничная. Военнослужащие здесь становятся не просто водителями, а высококлассными специалистами по ремонту и эвакуации таких машин, а иногда и командирами таких отделений. Ремонтники везде нужны. Как из механика водителя, если их готовят, то ничего труда не составляет. Их уже с ДСАФ они приезжают готовые, права есть. Здесь просто пересаживают на более мощные машины, больше колес и мощнее двигатель. То ремонтников в войсках не хватает. Вячеславу Гайзеру показывают обновленный автопарк. Новые машины, более мощные и скоростные, при этом в 1,5 раза экономичнее по расходу топлива. А вот современные тренажеры, на которых начинается обучение вождению. Все похоже на компьютерную игру, правда, управление как в настоящей машине. Довольны курсанты и условиями проживания, и несением службы. Казармы с хорошим ремонтом, сантехника и бытовое оборудование, а еще питание, говорят, отменное. Часть сама по себе хорошая, потому что вот бывает разговариваю по телефону, на симках, которые раздавали в военкомате. Разговаривают. Некоторые бывают и хуже. Я так подумал, так я вообще в идеальных условиях. Вячеслав Гайзер пообщался с военнослужащими лично. Во-первых, поинтересовался, как служится, на что услышал дружный воинский ответ «отлично» и рассказал о перспективах трудоустройства в родной республике, о поддержке молодых специалистов и начинающих бизнесменов. Угля добываем больше, леса перерабатываем больше, нефти добываем больше и перерабатываем больше. И у нас сегодня, если честно сказать, катастрофическая нехватка в кадрах в республике. И в первую очередь квалифицированных рабочих кадров. И поэтому, возвращаясь к вашей подготовке здесь, я хочу сказать, что те специальности, которые вы получаете, с той, соответственно, квалификацией, и с теми категориями, которые вы получаете, это то, что называется с руками сегодня рвут наши работодатели. В первую очередь, это как раз нефтяники, газовики и угольщики. Сейчас только в крупных компаниях, работающих в Коми, вакансий 1600, напомнил губернатор. Солдаты, в свою очередь, рассказали о достижениях в службе и о планах после армии. В целом, визитом в часть глава остался доволен. От каждого, так сказать, года к году, от каждого посещения к посещению мы видим, на самом деле, как меняется все больше в лучшую сторону условия прохождения службы в армии, в том числе для наших земляков. Это, конечно, радует. Это говорит о том, что все вопросы связаны с модернизацией армии, с модернизацией самой службы. Это не на словах, а на деле факт. Кстати, наши земляки в этом году станут свидетелями, а вполне возможно и участниками международного соревнования по армейскому автомногоборью. Это будет шоу наподобие танкового биатлона. Сейчас для этого готовится автодром. Свое участие подтвердили 8 стран. Константин Куратов, Роман Квашнев, Николай Богданов, телеканал Юрган, Воронежская область.